Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Жители Ленска теперь могут пройти обследование в ведущем онкоцентре страны. Расскажем, как попасть на прием. По всем современным стандартам школу-сад в поселке Кангаласы сдадут на следующей неделе. И неожиданный гость. Сотрудники МЧС спасли соболя, а зверька обнаружили в одном из магазинов Якутска. Глава Якутии на очередном пленарном совещании с руководством правительства обозначил приоритетные задачи. Связаны они с вводом новых объектов, принятием мер по предупреждению аварийных и внештатных ситуаций на объектах энергетики, закрытием финансового года, профилактикой коронавируса. Айсен Николаев озвучил, что на этой и предстоящей неделе в районах продолжится ввод новых жилых домов и социальных объектов. Глава также обратил внимание Кабмина на обязательное соблюдение санитарных требований и ограничительных мер при открытии новых объектов. Кроме того, правительству на предстоящей неделе поручено уделить особое внимание обеспечению окончательных расчетов по использованию госпрограмм и нацпроектов. Тем временем в селе Актемцы Хангаласского улуса восстанавливают работу теплотрассы. Сегодня примерно в полдень поступила информация о замерзании теплотрассы. Неустановленное лицо перекрыло задвижку. К теплотрассе подключен двухквартирный жилой дом. Под ограничением теплоснабжения находится одна квартира, вторая квартира оснащена индивидуальным газовым котлом. Протяженность теплотрассы составляет около 80 метров. Работы ведут 4 человека из спецтехники. Медики, которые будут работать в новогодние выходные, получат выплаты по двойному тарифу. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. В свою очередь, глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что деньги на это будут выделены. Отметим, что ранее Минтруд предложил продлить до конца следующего года специальные выплаты медикам, работающим с пациентами с ковидом. Обследование в Томском научно-исследовательском центре онкологии теперь доступно жителям Ленска. Администрация города заключила договор с одной из ведущих нефтегазодобывающих компаний, работающей на территории Ленского района. Как пройти обследование в ведущем онкоцентре страны, знает Анна Кожевникова. Раковые заболевания долгие годы остаются на втором месте среди причин смерти. Своевременная диагностика – это залог успешного лечения онкологии. Поэтому глава города Ленска Александр Харунов решил обратиться за поддержкой к недропользователям и заключил соглашение с одной из ведущих нефтегазодобывающих компаний, которая взяла на себя обязательства по оплате затрат на обследование пациентов жителей Ленска в городе Томске. Это институт, который конкретно занимается проблематикой и лечением, современными методами лечения онкологических заболеваний. Обследование и лечение по данной программе прошли 8 пациентов. Из них 2 человека прооперированы с положительным результатом, подтверждены злокачественное новообразование. Еще 2 пациента сейчас находятся на оперативном лечении, и 4 человека консультированы и проходят амбулаторное лечение. Пройдя обследование в Томском научно-исследовательском центре онкологии за счет средств «Газпром-Трансгаз Томска», при подтверждении диагноза пациенты имеют возможность прооперироваться в областном онкологическом диспансере, где применяют современные методы при удалении опухолей, например, малоинвазивные, то есть без разрезов, а как следствие при таких операциях и реабилитация проходит легче. Это стало возможным благодаря сотрудничеству главы города с руководством нефтегазодобывающей компании. Первая встреча по этому вопросу состоялась еще в 2019 году. Анатолию Ивановичем было предложено, учитывая то, что в Томске очень сильный онкоцентр, он предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы, скажем, «Газпром Трансгаз Томск» взял на себя затраты по оплате всех необходимых процедур. Вопрос стоял по поводу больных, у которых есть подозрение на онко, да, и есть сложности с определением, да, и непосредственно уже самих онкобольных. Это соглашение было подписано. У нас соглашение было на 300 тысяч. Это было первое соглашение, да, и мы не знали, как оно вообще у нас заработает. Сегодня мы планируем заключить соглашение на 500 тысяч. Большие недропользователи, которые заходят в Ленский район, в город Ленск, они активно участвуют, да, и в социальной жизни города, и в культурной, и в спортивной. Поэтому, вот, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить руководство «Газпром-Трансгаз Томска» в лице Бабаркина Владислава Ивановича и поблагодарить непосредственно по Ленской площадке, да, это Гринин Олег Юрьевич, за понимание
Таким образом, жители города Ленска могут проходить обследование в ведущем онкоцентре страны и своевременно получать квалифицированную медицинскую помощь, сохранив свое здоровье. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Переносимся в столицу Якутии. Глава Якутска Евгений Григорьев запретил высаживать детей из общественного транспорта, даже если они не могут по какой-то причине оплатить за проезд. Мэр также напомнил руководителям Союзавто и ЕПАК об обязанности обеспечить движение автобусов по графику. Кроме того, ЕПАК и Сбербанк Лизинг подписали договор на приобретение 55 новых автобусов. Об этом сообщил Василий Амбросов, начальник управления транспорта и дорожного хозяйства мэрии Якутска. Поставка автобусов запланирована на весну. Ранее ЕПАК победил в конкурсном отборе Минтранса Якутии по предоставлению субсидии на обеспечение первоначального взноса по лизингу. Всего из госбюджета выделят 78 миллионов рублей на поставку 55 пригородных и 10 междугородних автобусов. Таким образом, в 2022 году автобусный парк в Якутске обновят на 100 единиц техники. Школу-сад в поселке Кангаласы сдадут на следующей неделе. Объект строят по программе развития центров экономического роста Дальнего Востока по поручению полпреда Юрия Трутнева. Сегодня провели государственную приемку объекта. Как отметили подрядчики, остались мелкие работы, которые завершат уже до конца этой недели. Все кабинеты и классы полностью оборудованы мебелью и современной техникой. Отметим, что школа-сад рассчитана на 220 мест, из них 100 – это места в детском саду. Сегодня классы в основном готовы для эксплуатации. Подходит мебель. На этой неделе будем собирать мебель. Технические, вопросы будут еще обсуждены на этой неделе. В целом в школе будет обучаться 175 учащихся и 100 детей садиковского возраста. Вот. А в старой школе сколько детей обучается сегодня, и они все перейдут, и потом что будет со старым? Да, в старом здании 175 учащихся сегодня обучаются у нас. Вот. После переезда в старом садике здание будет передано муниципалитету. В Минстрое России одобрили заявку на получение субсидий из федерального бюджета по 3 объектам в Якутии. О том, как будет реализован нацпроект «Чистая вода» в Амгинском районе, расскажет Анна Васильева. Получить субсидию из федерального бюджета и таким образом все-таки войти в нацпроект удалось благодаря слаженной работе администрации района, курирующим региональным министерством, службе госзаказчик. В сжатые сроки удалось составить всю необходимую проектно-сметную документацию. Подготовили проект, прошли экспертизу и подали заявку Минстрой России и получили одобрение. И вот после подписания дополнительного соглашения у нас со следующего года, с 2022 года, начнется реализация первого этапа водоснабжения. Так что все очень довольны, жители Амги. Наконец-то это все у нас реализуется. И в каждом доме у нас будет чистая, своя и горячая, и холодная вода. К круглогодичному водоснабжению будут подключены порядка 5000 подворий в Амге и еще 350 в селе Алтанцы. Так решится давняя проблема селян, которые мечтают хотя бы о летнем водопроводе. Ведь у всех, у кого частные дома, есть огороды, бани, и летом приходится ждать дождей и пользоваться услугами водовозки. У всех огород, конечно, в деревне, поэтому трудно было, например, воду заказывать. С каждым годом у нас бензин дорожает. Поэтому вода тоже дорожает. Сперва 100 рублей было, потом сейчас 150, что ли, стало, Это по карману, конечно, ударяет. Если водопровод будет, конечно, легче будет. Да, почти благоустройство тогда будет, Круглогодично, говорят, будет. Это очень отрадно. Мы рады. Сколько лет ждали это. В администрации района планируют в следующем году уже начать строительство водоочистных сооружений, а в 2024 полностью реализовать проект. В 2022 году первый этап. Это очистной, и водопровод подойдет к Амги. У нас котельная стадион, молодежный квартал. Это первый этап. И второй этап уже окольцевание села Амги. И все кварталы уже будут подключены. Сумма вышла внушительная – порядка 700 миллионов по селу Амга и еще около 300 на Алтанцы. Там после предварительной переработки вода в дома будет поступать прямо со скважины.
Анна Васильева, Семен Семенов, Амга-Амгинский район. В Москве провели торжественный вечер, посвященный столетию якутского комсомола. Именно комсомольцы строили советскую власть, трудились в производственной и общественной сферах, создавали молодежные бригады в звеньях промышленности и сельском хозяйстве. Преемникам и наследникам тех дел есть о чем вспомнить. Так, указом главы Якутии за вклад в развитие республики и многолетний добросовестный труд, знаком отличия гражданская доблесть, наградили выдающихся комсомольцев. Также каждому гостю вручили книгу-альбом «Любовь, комсомол и весна», выпущенную специально к вековой дате. Самое главное, то, что движет, и вот хочется приходить на такие мероприятия, это, наверное, то, что увидеть своих коллег, увидеть вот ту атмосферу единодушия, как-то помолодеть немножечко, так сказать, при этих встречах, что-то вспомнить приятное. На самом деле, это были самые счастливые годы. Стройотряды, это мы Якутии первым возродили, волонтерское движение. 5 всесоюзно-ударных комсомольских строек было в Якутии. Сила комсомоля в дружбе, да, вот, дружбе, солидарности. Те традиции, которые вот имеем, их должны сохранить, передать молодежи, юному поколению. Сотрудники МЧС России по Якутии спасли соболя. На телефон Главного управления поступило сообщение о том, что в торговом центре Емиян по улице Автодорожной в Якутске в магазине «Айгуль» обнаружено дикое животное, похожее на хорька. Спасатели, выехав на место вызова, обнаружили зверька в одном из торговых отделов. Маленький зверек оказался соболем. Спасатели поймали зверька, привезли к себе в отдел, отогрели, накормили и вывезли его на Вилюйский тракт, отпустив обратно в лес. В завершении о спорте Варя Евловская победила на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе в Санкт-Петербурге. В весовой категории до 30 килограммов Евловская уложила всех соперниц на туше. Маленькая чемпионка из села Битюн Унамского района, всего 8 лет. Она тренируется у Владислава Бандерова. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.